Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Сложные отношения. Что будет дальше? Как сложится? Стоит ли бороться за эти отношения? Пожалуйста, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Подумайте об этом человеке мысленно, либо вслух. Задайте этот вопрос. Стоит ли бороться за отношения? Как сложится и к чему все идет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, давайте же посмотрим на ваши отношения. Ваши отношения. Что происходит в отношениях? От чего и почему? Так, но отношения очень колючие. Тут сразу идет очень много колючек, очень много каких-то препятствий, барьеров, шипов. Еще мне очень не нравится, что как-то очень много людей и с вашей стороны, и с его стороны. То есть тут прям какой-то бал у сатаны, извините, идет, да. Почему так много людей в ваших отношениях? Почему так много людей занимаются не своим делом, да, вот какие-то тут и подсказчики, и помощники, и наставники, и тут какие-то, вот я не знаю, враги чуть ли не люди, да, то есть слишком много всех посторонних. Вас вот вдвоем я здесь не вижу на этом песке. У меня вопрос был на отношения, да, что происходит между двумя людьми. Вас двоих тут нету. Даже вот если вот вы вышли, то все равно между вами, вот смотрите, люди, между вами люди, повешенная ситуация. Ситуация повешена людьми, понимаете? Ваши отношения не строятся, не ладятся, потому что слишком много лишних голов, глаз и ртов. Вот как хотите. Слишком много лишних людей в ваших отношениях. На вас влияют. Влияют люди, влияют и косвенно, и прямо, и прям нагло, и по-всякому, понимаете? Вот влияние очень сильное. Ваши отношения именно вот... вас разводят в разные стороны. Эти отношения, они кармические, как ни крути. Вот я теперь поняла, да, здесь карма, вот она висит большим таким углом, камнем, я не знаю, тут звездой не прорисованной. Это карма. Вот он, видите, человек подвешенный висит. По пояс, кстати, даже не по пояс, по грудь, да, вот подвешенный человек висит, как повешенный вообще висит человек. Здесь отношения, которые кармические. Да, вас не пускают в эти отношения, потому что здесь тяжелые они будут. Здесь отношения, когда и вы, и ваш партнер проработают карму сполна. А кармические отношения — это не всегда трагедия, но они никогда не бывают легкими. Никогда. Это я говорю вам, как человек, находящийся в кармическом браке. Тут не соскучишься. Это отношения перченые, ядреные и такие, знаете, которые не дают заскучать и захандрить. Да? Здесь отношения плюс-минус. Сегодня любим, завтра разбегаемся, разводимся. У вас это... Связь, вот ваша связь, она непростая. Вы в прошлых жизнях были в отношениях, но отношения ваши были не любовного характера, а скорее вот какие-то брат-сестра, понимаете, брат-сестра, либо вот родственники мне идут, родственники, которые между собой воевали, не знаю, там бражили, соперничали, то есть у вас любви в прошлом как таковой не было. И вас в этой жизни столкнули, дали вам чувства, дали вам эмоции, причем достаточно сильные и яркие. То, знаете, любовь какая-то была такая, знаете, как спичка, раз зажглась. Зажглась, и вы прям почувствовали, что вот люблю, хочу, мой человек, хочу быть вместе, нужен, очень нужен. И он так почувствовал. Вот прям мгновенная влюбленность была. Как, знаете, вот прям по лбу ударили, да, вот все, люблю, хочу, не могу. Вот у вас такое было. Вам действительно нужно пройти этот урок, вам нужно действительно друг друга полюбить и
убрать весь негатив из вашей жизни, да, принять друг друга такими, как вы есть, и действительно доказать небу, высшим силам, что вы способны на любовь, и вы искупаете вот этот грех вражды и ненависти, который у вас был в прошлых жизнях по отношению друг к другу. Вот что у вас происходит. А отношения ли это по судьбе на всю жизнь? Ну, я так скажу, что нет, это не те отношения, потому что они кармические. Кармические отношения не бывают навсегда. Вот что бы кто вам ни говорил, вот прям слушайте меня внимательно. Они заканчиваются. У кого-то они могут длиться месяц, а у кого-то они могут продлиться, там, не знаю, и 50 лет. Но результат всегда один и тот же. Люди расходятся. Можно ли остаться в этих отношениях? Можно, конечно, но опять же таки, вы останетесь, когда вы полностью разрушите, да, вот эту базу негатива, на которой все это держалось, и заново выстроите уже другие хорошие, добрые отношения. Но первоначальный результат — это всегда крах. Дальше уже люди очищаются, да, от вот этих неприятных моментов, от скверны в своем сердце, и уже решают, могу, не могу, потяну, не потяну, люблю, не люблю. И уже заново, например, сходятся и выстраивают уже отношения, которые будут радовать, да, радовать, на любви будут построены. Здесь, смотрите, вам мешают все. Вам мешают высшие силы, вам мешают люди, вы даже друг другу мешаете. Вот что происходит. Настолько здесь две противоположности, но при всем при этом вот тянет не могу, хочу именно его, либо ее. Сердце рвется на части. Тут просто как с ума человек сходит от любви. И вы сходите также, и по вам сходят также. Вы, когда вместе, вы друг друга травмируете, вы друг другу наносите раны, причем, очень обширные, я бы даже так сказала, раны. Вот я не хочу, но меня вот что-то подмывает, да, я начинаю там ранить словами, там что-то к чему-то цепляться, вот прям как другой человек у меня селяется. Вот такой момент может происходить. Плюс постоянно идет накрутка. Накрутка, вот как будто бы всем что-то нужно от вас и от ваших отношений. Вот все, вокруг счастливые, да, и все вот со своими советами прутся к вам и там говорят, надо то, надо это, делай, не делай, там он плохой, он там денег не зарабатывает, она там гулящая, у нее там куча мужиков в Инстаграме. Понимаете, вот такие моменты происходят. Вас настолько на прочность проверяют, настолько вас, я не знаю, испытания тут такие проходят, тесты на вас, что просто страшно становится. Я не знаю, как вы выживаете в этих отношениях, я не знаю, как вы боретесь с вот этим миром, да, вокруг вас, который вас, он просто сужается, вас давит. Просто уже скоро такое ощущение, что задавит. У многих здесь были такие стычки, тут и драки могли быть, и споры, и ссоры, и расходы, сходы, что-то только не было. И знаете, вот этот вот весь театр абсурда, потому что по-другому не скажешь, он продолжается достаточно долго. Нет, даже так, это будет еще продолжаться достаточно долго. Вы друг друга не отпускаете. У вас к друг другу есть очень серьезные чувства, но при этом очень много претензий. Претензии, которые половина приобретенные. Это не ваши претензии, это вас накрутили. Просто в прямом смысле накрутили. И вы вот друг друга кусаете с разных сторон, да, и у вас тут соревнования, не кто друг друга больше там заласкает, зацелует, а кто друг друга побольнее ранит и укусит. Вот что у вас происходит. Если вы хотите пройти в свою карму, если вы хотите, чтобы эти отношения более-менее вышли на более приемлемый сердечный уровень, то вам, конечно же, нужно вот эту сцену закрывать этот театр и пытаться выстраивать отношения вдвоем где-нибудь подальше от глаз, от людей, чтобы поменьше знали, чтобы поменьше слышали, чтобы поменьше лезли в ваши отношения. Где-то подальше, понимаете? Просто взять друг друга за руки, взять там вещичек немножко и куда-то ехать. Ехать, куда глаза глядят, и начинать новую жизнь на новом месте. И чтобы никто не знал, где вы находитесь. И только в таком ключе вот трудности, житейские трудности, бытовые трудности, они вас будут соединять. Да? Вот вы будете вдвоем лепить свою жизнь, будете друг другу помогать, поддерживать, где-то идти на уступки, где-то жалеть друг друга. Да? Вот у вас жалости к друг другу нет. Вот чувства есть, эмоция есть, любовь есть, страсть, а вот жалости у вас друг к другу почему-то нет. Вот не хватает вам этой жалости. Но если вы окажетесь в трудной ситуации,
вот эта жалость, она проснется, активируется, понимаете, вот именно по отношению друг к другу. И вы начнете друг друга поддерживать. Но еще раз повторюсь, эти отношения, они кармические, они очень сложные. Вот над вами всегда будет вот этот камень висеть. Подумайте несколько раз, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Но честно скажу, я не вижу, что вы как-то быстро выйдете из этих отношений. Вас все равно будет очень сильно тянуть друг к другу. У вас связка очень сильная. Вас освободят от этих отношений буквально через 18, да, 1,8, либо 18, либо нет, это 18. Смотрите, 1,8 через 18 месяцев, скорее всего, вас освободят. То есть будет у вас такой момент, что вы почувствуете, что ну все, холодок прошел между вами, и уже как бы и не цепляем мы друг друга, и уже не так интересно, что там с кем-то происходит. И вот у вас, у девушки появится человек, который действительно вас заинтересует. То есть у вас и так есть мужчины-претенденты. Вот вокруг девушки ходят мужчины-претенденты на ее руку. Но они вам не очень там не заходят. Да? А вот через вот этот срок, появится действительно серьезный человек, который вот прям по судьбе может мужем стать. И вы будете думать, и вы туда уйдете. Понравится, очень понравится. Прям очень-очень голова прям закружится, насколько понравится. Ну а мужчина, он, знаете, он пойдет, вот, скорее всего, если вы разойдетесь, пойдет во все тяжкие, там, по бабам, по кабакам, может быть, даже по каким-то азартным местам. То есть у него такой период будет, да, гулять, расслабляться, потому что вы, я вижу, его контролили, и он пойдет расслабиться, нагуляется и потом за голову возьмется. Вот так вот будет происходить. Мои дорогие, это кармические отношения, сложные кармические отношения. Подумайте несколько раз, стоит, не стоит, нужно, не нужно. Вам, конечно, в идеале договориться, но я вижу, что вот как раз-таки договоренности у вас и не получаются. Мои милые, надеюсь, подсказала, помогла. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.